Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Национальный лидер туркменского народа провел рабочее совещание в городе Аркадак. В Туркменистане проходит международный бизнес-форум, посвященный 30-летию сотрудничества с компанией «Виза». В городе Туркменбаши начнут строительство 4 жилых домов и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак, где ознакомился с проектами новостроек, положением дел на возводимых объектах, а также провел рабочее совещание с руководителями профильных структур. В ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедов по пути остановился на кольцевой развязке проспектов Акхан и Капидак. Ознакомившись с ходом строительства развязки и монументом в ее центре, национальный лидер туркменского народа отметил целесообразность назвать его Тайчанак. Скакун олицетворяет исполнение желаний, а всадника, оседлавшего его, ожидает светлая дорога. В Ашхабаде продолжается международная конференция по устойчивому транспорту ITTC 2024, второй день которой был посвящен обсуждению инновационных транспортных решений и логистических стратегий. В ходе сессии участники обсудили перспективы развития транспортных коридоров, цифровизацию логистики, инновационные технологии в транспортной отрасли и роль транспорта в контексте изменения климата. Особое внимание было уделено вопросам электромобильности, автономных транспортных средств и снижения углеродного следа. 27 ноября в Ашхабаде стартовал международный бизнес-форум, форум платежных технологий «Виза. 30 лет инноваций и цифровой трансформации в Центральной Азии и Туркменистане». В мероприятии принимает участие около 100 делегатов из различных стран. На пленарном заседании выступили ключевые фигуры финансового сектора, включая председателя правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана и вице-президента компании «Виза». В своих докладах они подчеркнули важность цифровизации и внедрения инновационных технологий в банковскую систему региона. 4 четырехэтажных дома по 40 квартир в каждом построят вдоль улицы Рухнама города Туркменбаши Балканского вилаята Туркменистана. Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив госконцерну «Туркменнебит» заключить с хозяйственным обществом «ИНЭР» контракт на проектирование и строительство этих домов с обустройством прилегающих территорий. К строительным работам предписано приступить в ноябре этого года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в ноябре 2026 года. Преподаватели Набережно-Челнинского государственного педагогического университета в Ашхабаде посетили совместную туркмено-российскую среднеобразовательную школу имени Пушкина. Гости приняли участие в церемонии награждения учеников школы, победителей международных олимпиад. Для учеников 5-8 классов педагоги НГПУ провели мастер-классы по творчеству Пушкина, Лермонтова и Глинки. Также для учителей школы был проведен научно-методический семинар по работе с одаренными детьми. Посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев встретился с президентом и основателем форума Кранс-Монтана и Всемирной дипломатической академии Жан-Полем Картероном. В ходе встречи были обсуждены возможные направления сотрудничества. Картерон выразил заинтересованность в организации престижного международного форума в Ашхабаде. Драма «Миллионер из трущоб», покорившая зрителей по всему миру, вновь привлекла внимание кинематографистов. Компания Bridge 7 приобрела права на создание полнометражного сиквела и телевизионного сериала, основанных на оригинальной истории. Новые проекты обещают представить зрителям свежую главу приключений главного героя Джамала. Алты-Насыр сегодня примет на своем поле иракский Air Force в матче 5-го тура группового этапа 2-й Лиги чемпионов АФК. Встреча состоится на стадионе Ашхабад и начнется в 19:00 по местному времени. Вход свободный. Ранее команды встречались в первом туре группового этапа. Победу в Багдаде одержал Air Force, игра завершилась со счетом 2-1. Алты-Насыр занимает 4-е место в группе B, набрав 0 очков в 4 матчах. Air Force с 6 очками располагается на 3-й позиции. Аркадак благодаря хэт-трику Дидара Дурдыева обыграл Капидак в гостевом матче 31-го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча, прошедшая в Ашхабаде, завершилась со счетом 8-0 в пользу гостей. Благодаря этой победе Аркадак упрочил свое лидерство в турнирной таблице, набрав 84 очка. Победная серия клуба из умного города в чемпионате Туркменистана достигла 52 матчей. В других матчах тура Ахал на своем поле обыграл Небичи со счетом 2-0, а Шагадам в гостях одержал минимальную победу над Мервом. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.